настаивает на идее отложенного статуса, то есть окончательное определение его спустя некоторое время, после нормализации обстановки в республике. Сегодня сделаем новый шаг, пойдем дальше, начнется вывод войск, уберем всех людей с оружием из города, оставим комендатуры, параллельно пойдет процесс конструирования этого, как оно там будет называться, я не знаю, может быть это будет временное правительство, может быть это будет административный совет или временный административный совет. Но я лично настаиваю на том, чтобы в него были привлечены представители всех партий, движений, объединений, тогда это гарантия против гражданской войны. По мнению Лебедя, речь может идти о каком угодно сроке. Сам он предлагает отсрочку решения вопроса о независимости Чечни на 10 лет. Секретарь Совета Безопасности прибыл на место встречи уже в половине 12 утра. Своих собеседников ему пришлось ждать 6 часов. Все это время никто из членов московской делегации не мог внятно объяснить, что же происходит. Александр Лебедь, тем не менее, терпеливо ждал, не выходя из кабинета, где должна была состояться встреча. Время от времени туда доставляли чай, а в какой-то момент принесли шахматную доску. Наконец, в половине 6 вечера в сопровождении милицейской машины с мигалками в Хасавюрт въехал кортеж чеченской делегации. Из первой машины под приветственные крики местных жителей вышел Аслан Масхадов. Некоторые источники в чеченской делегации сообщили, что опоздание связано с тем, что Масхадов отказался от предложенного ему федеральным командованием вертолета и поехал в Хасавюрт на машине. Между тем, как нам стало известно, чеченская делегация потратила на то, чтобы добраться от Новых Атагов до Дагестана, по крайней мере, на 3 часа больше, чем это обычно требуется. Это вызвало у журналистов, дежурящих на переговорах, предположение, что Масхадов по пути заезжал куда-то еще. Не исключено, что начальнику чеченского военного штаба потребовались консультации с кем-то из политического руководства сепаратистов. Около половины 9 в переговорах был объявлен рабочий перерыв. Александр Лебедь, появившийся на пару минут перед журналистами, сказал, что все идет нормально и не исключил, что совместная декларация будет подписана уже сегодня. От иных комментариев Лебедь и сопровождающий его в нынешней поездке председатель Думского комитета по международной политике Владимир Лукин отказались. Александр Лебедь, отвечая на вопрос, как настроение, призвал журналистов обратить внимание на его, как он выразился, природно нежную физиономию. Алим Юсупов, Сергей Ребров, НТВ из Хасавюрта. Сообщение о том, что переговоры завершены, так и не поступило. Это значит, что, видимо, они еще продолжаются, но могут закончиться в любой момент. А пока другая информация. Сегодня в окрестностях Грозного были взорваны федеральными силами боеприпасы, заготовленные на случай штурма Грозного. А автор печально известного ультиматума, генерал Пуликовский, отбыл в отпуск.